Здравствуйте, меня зовут Рухов Иван Николаевич, я из города Покровск и являюсь маленьким депутатом городского совета городского поселения город Покровск. Так как экология мой конек, и все-таки река Амга это река моих предков, и потому эта тема мне очень близка. И вот участвовал в круглом столе в общественной палате. До этого зумом участвовал на встрече, на амгинских встречах. И вот тут в первый раз приехал вот в эту местность, где как бы база будущих лесорубщиков. Что удивило? Я сюда приехал с квадрокоптером. И квадрокоптер летал на дальность до 4 километров. И я в лесах сильно не разбираюсь. Но даже, на мой взгляд, здесь такого делового леса нету. Здесь посмотрел вот технику. Техника новенькая, американская, там разных крутых фирм. Минимум на $2,5 миллиона. Минимум вот этой техники. И когда вот с парнем интервью брали, то сюда как бы они приехали из Иркутска работать. Но работы никакой нет, потому что леса нет. И многие сказали, вот уехали отдыхать. И тут возникает вопрос, как тогда, зачем сюда столько техники подвести за $2,5 миллиона? И будет ли, если, как будут рубить этот лес. И, возможно, все-таки наши чиновники, федеральные чиновники, республиканские чиновники, что-то дали, вот как бы земля есть. Раньше когда-то леспромхоз, говорят, здесь Тамоцкий работал. И за 30-35 лет думали, что, наверное, деревья выросли, но деревья не выросли. Вот на видео я посмотрел, там их деляны есть, там они голые до сих пор, хотя это, говорят, 84-85 года были. И площадь очень небольшая. И таким образом, такое впечатление, что под что-то другое собираются здесь все это дело делать. Здесь Южная Якутия, Алданская земля, она очень богата полезными ископаемыми, и, возможно, под это собираются здесь, скажем, лесовырубку сделать, и потом на этом месте что-то, промышленное освоение, скажем так, будет этих территорий. Надо противиться, потому что Амга у нас единственная чистая такая река, которая куда ездим. Я, например, на Амгу часто езжу отдыхать и всегда наслаждаюсь, что очень чистая вода, антар, земляника. Если, например, у нас этого не будет, то мы говорим туризм, что у нас, например, любое производство у нас фактически нерентабельно, потому что электроэнергия дорогая, газ дорогой, все дорогое. И тут, скажем, один из таких видов, которые будут для нас, для якутян, очень полезны, это для нашей экономики, это туризм. Даже ради туризма сохранить реку Амга, или даже вечная мерзлота. Вечная мерзлота, если здесь лесорубка будет в промышленных объемах, то тогда вечная мерзлота растает, и от Амги тоже фактически ничего не останется. И я думаю, что надо все-таки законодательную инициативу в Государственную Думу отправить о том, что у нас все-таки страна федеративная, а не унитарная. У нас лесной кодекс фактически унитарен тем, что под Сочи, что в Подмосковье, что на вечной мерзлоте в Якутии по одним требованиям надо лесовырубку делать. Тут надо смотреть по климатическим особенностям, по всем параметрам, скажем. И для Якутии, например, такое промышленная лесовырубка не подходит, скажем, в этой местности. В Ленском районе, в Алекминском районе там леспромхоз как бы есть, там более-менее вечная мерзлота немножко другая, потому
там возможно. А здесь никак нет, потому что здесь самое интересное то, что вот верховья Амги, они сильно не отличаются от центральной Якутии. Хотя здесь 100 километров там Мод, дальше немножко Алдан, там вообще климат другой. Потому что так, там, да, через несколько лет деревья вырастают, а здесь вот даже судить по этим делянам, через 35-40 лет деревья так и не выросли. Так, нету ничего. И таким образом я призываю, что надо так все-таки остановить эту вырубку и все сделать через закон. Изменения федеральных законодательств, в том же лесном кодексе. Для этого надо привлечь вот, общественники. Мы поможем нашим министерствам, нашим Ильтумяйну так сделать эти законодательные инициативы, регламенты лесные и так дадим, у нас целых 5 депутатов Государственной Думы, чтобы они продвинули все это и во благо Якутии, во благо нашего народа. С наступающим вас столетием якутской автономии.